Уникальность вышивки заключается в том, что в технике татар-шлеме выполнялась вышивка, которую сложно было найти изнаночную сторону и лицевую. Вот посмотрите, нет ни одного узелка. Эвджияры – декоративные полотенца. Такими раньше украшали крымско-татарские дома. Этим экспонатам более 100 лет. Они, как и их владельцы, пережили ссылку и вернулись на родину. Теперь украшают экспозицию в Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия. Здесь можно окунуться во многовековую историю народа, узнать тайны символов в декоративно-прикладном искусстве. Уникально то, что здесь представлены лучшие образцы конца 19-го, начала 20-х веков. Экспонаты музея отражают мировоззрение, традиции, сохраняют историческую память народа. А все начиналось в 1993 году с Крымско-татарской национальной галереи. Республиканский статус музей получил 6 годами позже. Начиналось все с 300 экспонатов. Сейчас же в его коллекции почти 15 тысяч уникальных художественных и культурных ценностей. Это редкие ювелирные изделия, образцы одежды, вышивки и ткачества, картины художников, скульптурные работы. Это налым, то есть женская обувь. Это конец 19-го, начало 20 века. Тут уникальная резьба по дереву, инкрустация, вышивка в технике мухама. Музей не просто собирает экспонаты, но и стремится к изучению истоков и традиций. А это святая святых, фонды хранилища. Здесь хранятся уникальные работы крымско-татарских художников до военной эпохи, а также современности. Как, например, в этом стеллаже работы Амета Устаева, а также Абдурифи Абиева. Здание музей арендует. Этому строению более 100 лет. Оно находится в тесном соседстве с частными домами, поэтому его сложно найти. Раньше площадь приходилось делить с редакцией, газеты и офисом. Сейчас же в музее 6 выставочных залов и 3 фонда. Комнаты небольшие, а коллекция ежегодно пополняется. Мы надеемся, что в ближайшее время наш музей станет хозяином достойного здания. Ремонт в музее был 6 лет назад. Привели в порядок фасад здания и несколько комнат. Но это не решает проблемы полностью. За все время существования у музея появилось 2 филиала. В Старом Крыму музей истории и археологии. В Алупке музей дважды Героя Советского Союза Аметхана Султана. В последнем сейчас идут ремонтные работы. Реставрируют кровлю. В Министерстве культуры Крыма рассматривают варианты решения вопроса и с основным зданием музея. Мы неоднократно собираемся по этому вопросу. И думаю, что в ближайшее время мы придем к какому-то решению, и наш музей все-таки обретет свое жилище. А это Республиканская крымско-татарская библиотека имени Исмаила Гаспринского. Ей более 20 лет. В основу фонда легла личная библиотека и архив ученого-языковеда Басира Гафарова. Когда мы основали библиотеку, конечно же, книг было мало, но на сегодня их уже около 60 тысяч. В фондах библиотеки хранятся все номера газеты «Ленин Байрагы» «Знамя Ленина». Она издавалась в Узбекистане до массового возвращения народа на родину. Газета на самом деле была живой энциклопедией языка, литературы, фольклора, драматургической и сценической истории. Не было такой крымско-татарской семьи, где бы не выписывали «Ленин Байрагы». Это финская бумага, похожа по цвету и качеству на бумагу тех лет. А это жемчужина библиотеки газета «Терджиман-переводчик». Хоть и копия легендарного издания, но собраны почти все номера. Она выходила на протяжении 35 лет на 2 языках – русском и крымско-татарском. В библиотеке также хранятся редкие особо ценные книги, прижизненные издания известных крымско-татарских писателей и поэтов. В сейфах хранятся книги, написанные арабицей, латиницей и кириллицей. Например, эта книга издавалась в 1920-1925 годах. Сотрудники библиотеки мечтают о новом просторном здании, потому что нынешняя памятник архитектуры 19 века. До 1910 года здесь располагалась Мектебе-Руждие светская школа. А это единственный в мире крымско-татарский государственный академический музыкально-драматический театр. На сцене прогон премьерного спектакля «Кайнананын Несыбар» – комедия о взаимоотношениях зятя с тещей.
Звуки репетиции заглушают шум электроинструментов. Они работают в унисон. В театре идет долгожданный ремонт. На него из крымского бюджета выделили около 50 миллионов рублей. Я выражаю благодарность руководству Крыма и Министерству культуры. Они протянули нам руку помощи. Это важно, потому что крымско-татарский театр единственный в своем роде. Ремонт начали осенью, уже занимаются внутренней отделкой офисных помещений, костюмерных, гримерных комнат. Кое-где закончили полностью. Параллельно прокладывают вентиляцию, проводят отопление, водоснабжение и канализацию. Сейчас вот по внутренней отделке сделан 3-й этаж. Скажем так, 70% второго этажа выполнено, по первому этажу, наверное, 30%, да, и у нас еще ремонт подвальных помещений, там, наверное, 25%. К ремонту фасада приступит в марте. Полностью ремонт планируют завершить осенью этого года.